Ирацәоуп аибашьра зыҵәҩан шьапыҵнахыз аҭаацәарақәа. Рхәышҭаарақәа ҿыцәаауан ажәытәтәи аԥсуа жәла дуқәа рхаҭарнакцәа. Уажәтәи ҳдырраҭара зызку дычаабалан, иара дԥазаҵәын. Аҭаацәара далаларц игәы ишҭаз ауп аибашьра ишалагаз. Абзиара шәымаз ҳаҭыр зқәу ателехәаԥшцәа, уажәы ишәыдаагалоит даҽа ҭоурыхк. Чаабала ҭауад хылҵшьҭрақәоуп. Аҵарауаа изларҳәо ала, дара аҭауад жәла ачбақәа ирҿыҵыз роуп, шьҭрала имгәыӡырхәатәқәоуп. Чаабал рхәа ажәла иаанагоит ачбақәа рхәы. Аԥсны Аџьынџьтәылатә еибашьраҿы аԥсадгьыл зхақәызҵаз Роберт Чаабал анкьа акыр зкыз аҭауад Шьмаф Чаабал имаҭа иакәын. Роберт иаб Сергеи Чаабалгьы Амаан-ԥҳа дааигеит. Валентина Маан-ԥҳа жәаҩаҩык ахшара иреиҵыбӡаз лакәын. Сергеи Чаабал Валентина данымҵаирсуаз жәаф-шықәса лхыҵуан. Ҳаӡӷаб дызланагалаз ҭауад хылҵшьҭрақәоуп рҳәан, аҭыԥҳа лҭаацәа дахьнанагаз аҩнаҭаҿы даанрыжьит. Сергеи Валентинеи хәҩык ахшара роуит. Усҟан аамҭақәа шыхьанҭазгьы, зҳәатәы еиқәшәоз аҭаацәа анхараҿгьы иманшәалахеит. Ибзиахәӡа ишынхоз, Чаабалаа рыҩнаҭаҿы иҟалеит раԥхьатәи арыцҳара. Ҩынеижәа шықәса шихыҵуаз машәырла дҭахоит Сергеи Чаабал. Валентина дышқәыԥшыз деибахеит. Лымацара ахшара рацәа ааӡатәыс илоуит. Аха лара лҭынхацәа аӡәгьы длыргәамҵыр лҭахымызт. Лхала даиааир акәын аԥсҭазаара илыднагалаз аԥышәара. Лхәыҷқәа амла иамкырц азы, ахаан аус зымуцыз аԥҳәыс усура дцоит, далагоит акрыфарҭаҟны хәыҟаҵаҩыс. Усҟан ахәыҷқәа реиҳабы Борис жәаха шықәса ракәын ихыҵуаз. Иара иан иеиҵбацәа рааӡараҿы длыцхраарц азы ҽынла аус иуан, хәылбыҽхала ашкол аҟны аҵара ицон. И вот он не бросил школу, пошел в вечернюю школу и пошел в эту же столовую работать кочегаром. А тогда не брали несовершеннолетних. И ему говорили: мы не можем тебя взять на работу, потому что ты несовершеннолетний. Я не буду показываться, когда начальство придет. И вот так он вечерами работал. Днем учился, вечером ходил на работу, чтобы маме помочь. Аамҭа хәыҷык цар, схәыҷқәагьы сыхьӡап, ҳамчқәа еибыҭаны акахьы ҳкылсып ҳәа дгәыӷуан ан. Борис ашкол даналга арра дәықәырҵоит. Арра маҵзура дахысуан Степанакерт. Уаҟа арԥыс ибзианы ихы ахьааирԥшуаз азы, иеиҳабацәа ихьӡала ан аҽхәаԥхьыӡқәа лассы-лассы илзаарышьҭуан. Ҩышықәса рышьҭахь Борис дхынҳәуеит Аԥсныҟа, аусура далагоит авторемонт завод аҟны. Аха аамҭак анаҩс Борис ҩаԥхьа Степанакертҟа иԥхьоит. Уаҟа иара офицарк иаҳасабала аҿар азыҟаиҵон. Борис имаӡоу адҵақәа знапы ианыз иҷыдоу архәҭаҿы амаҵзура дахысуазаарын, аха уи атәы иҭаацәа ирцәиӡон. Шықәсык анаҩс Борис аҩныҟа дхынҳәуеит, аусура деиҭалагоит. Аха мызқәак рышьҭахь аҷкәын игәабзиара уашәшәырахо иалагеит. Аҵыхәтәаны дзымныҟәо аҟынӡа даннеи, аиарҭа дышьҭанакит. Мы все время видели, что он бледный какой-то. Ну, мне тоже уже было 13 лет, но я уже понимала же. И как-то он все, то температура у него поднималась, а потом у них же всегда были, вот, я помню, как авторучка рентгенга. Вот там ему в армии дали, он всегда при себе носил. И у него вот что-то с организмом постоянно вот он болел. Когда повезла мама его в Сухуми на анализ все сдавать, и вообще врачи говорили: да мы не понимаем вообще, что с ним, говорит, все.
иара аҩны дышьҭан имц ишора 39 ишьҭыҵит. 39 нышьҭыҵа абольница аврачцәа дырган аполиклиникаҟны дахнаргаз Аҟәа дыжәга рҳәеит. Ҳан рыцҳа ирзнакы иара иҽааилаҳәын абри даалыбаа, аҩны даалыбаан агәараԥхаҿы днеин, агәарԥаҟны днагыланы абас иаԥхьаҟа дымшьҭыкәа даахьаҳәын абас аҩны днадԥшылан иахьеиԥш абри иахьа дызбошәа сыҟоуп сара иԥшра аарлаҳа абри ишьапқәа ихиго аҩнымтә аарлаҳа агәар дааҭыҵны машьынала насдыркит абольницахь. Абольницаҿы Гәдоуҭа дахнаргаз дырдырмкылаӡеит. Аҟәа дааргеит. Аҟәа дахаргаз аппендицит ҳадԥырҟеит. Аппендицит ҳадынԥырҟа аппендицит ауп аха ари аҩныҵҟа зегь бланы иҟоуп рҳәеит. Еибланы иҟаԥшьӡа абас еибланы иҟан. Ари облучение имоуп, полностью организм облучился, и молниеносный сепсис ихит ҳа. Ус ауп аднаҿгьы ашәҟәаҿгьы шимоу. Ну, когда он умер, это вообще для мамы трагедия была. Мама ровно 40 дней вот там во дворе на могилке спала. Приходили ее братья, сестры. Мы тоже говорили: мама, не делай, не спи. Она ровно 40 дней, вот день и ночь, но это август был месяц, она спала там. А потом до года она на полу спала без матраса. И потом мама начала, вот после года, она начала писать туда, она, писала вот этим командирам, почему мой сын так умер, вот врачи дали такие анализы. Они начали писать, что у нас эта часть секретная, мы такие информации не имеем права давать, говорят. Борис ҩажәихәа шықәса ихыҵуан иԥсҭазаара даналҵуаз. Иара иакәын аҩнаҭаҿы аҭаацәа зегьы зхьыԥшыз. Иаҳәшьцәа рзы дагьабын, дагьиашьан. Ан лакәзар лыҷкәын иԥсра дарчмазаҩит, харагьы дзымнеит. Шықәсқәак рнаҩс лгәы аанкыланы дыԥсуеит. Абас Чаабала рыҩнаҭаҟны еиҭа арыцҳара ду ҟалеит. Хҩык аиҳәшьцәа ргәыӷрақәа зегьы здырҳәалоз Роберт иакәхеит. Иаргьы иахьынӡаилшоз иаҳәшьцәа дарӷьажәҩаны дрывагылан. Зегь рыла дрыцхраауан, дырхылаԥшуан. Даргьы акызгымыз реиԥш иҟан рашьазаҵә ириҭоз агәыблыреи аԥхарреи иабзоураны. Ҳад ҳаиҵбын, аха иара иаҳа амчла ҳад зегьы дҳаиҳан мчыла. Ҳара дҳалабжьон иара, дшиӡбызгьы ҳара дҳалабжьон. Дунеи хаан дцәажәаӡомызт абри нас аҷкәынцәа шьоукы рҿы дҵәаанагьы ишцәажәоз еиԥш дцәажәаӡомызт. Убыс ирԥшӡаны дцәажәон Дунеи хаан, иакәым ажәа иҳәаӡомызт. Ҷаншьыԥс иакәын иҳамаз, есқьынагьы иара изыҳәаны ҳаҳшәон абри заа дмаар аҩныҟагьы данымаауаз, нас дыҷкәынан, дқәыԥшын, дхәыҷын. Сааҭ жәаба ҟалама, жәеиза ҟалама, нас аҷкәынцәа ихәмаруан џьара кинок агәарҭонгьы даанӡа ҳан лома ҳаҳаума, есқьынагьы аҩны ҳтәаны аԥенџьыр ҳанкылԥшуазгьы аҟан дааиуама ҳа, агәар ахьҭалома ҳа. Зегь рыцҳаишьуан, ауаҩы дицхраауан. Аӡә дшьымзиума, аӡәк иҭахума, ауаҩы цхыраарак иҭахума, илшоз, илымшозгьы џьара ишилымшозгьы, ишилымзгьы иԥшааны ауаҩы дицхраауан. Хара сызцои сара схаҭаҵәҟьа, иара сад сиӡбуп, аха сычымзиуп, синвалидуп, сҷаҷамхын, асаби иӡыман шықәсык схәыҷы. Иара ауп дсывагыланы, ҵыц ибон, аусура шықәсык ашьҭахь санҭыҵ, еишьарагьы сзиуан, абрагьы лзиуан. Лара дааимбар ԥсыхәа имаӡамызт. Иҿыҭыргылан убыс дибон, иара изыҳәан иара зыҟаиҵоз, убыс иахьхәлаанӡа лара илҭаху акәын иҟаиҵоз. Аи. Роберт Аҟәатәи аиндустриалтә техникум даналга, аусура далагоит уаанӡа иашьа аус ахьиуаз Удоҭатәи авторемонт зауад аҟны. Иаҳәшьцәа гәаҳәара заҵәык акәын ирымаз, рашьа аҭаацәара далаларц, ихшара рыччабжь алаӷырӡрацәа зықәҭәахьоу раб иашҭа иқәыҩларц. Робертгьы уажәшьҭа иаамҭан,
ҩеижәи шықәса дырҭагылан, усҟан ԥшьынҩажәи жәаҩа рзы. Уи есқьынагь иаҳҳәон аӡә даагы ҳәа, абри аибашьра ҟалаанӡа, абри сара сыӡӷаб лымшир ыҟан, абри ашкол даналга 28 июля. Лымшир даныҟаз, убас иҳәеит, уара стол аҟны ианахатәаз, ушьҭа иуазхоуп, ушьҭа ухәыҷӡам, џьара унаԥшы-ааԥшыгьы нырҳәа, ус иҳәеит. Иҳәеит, уажәы иҳәеит, абри ҭагалан иҳәеит, ҳаз зегьы иҳәеит, ҳаибратәны иҳәеит, убас иҟалоит иҳәеит. Аибашьра ианалага актәи амш инаркны Роберт абџьар шьҭихит. Даҽакалагьы ахымҩаԥгашьа имамызт, аԥсуа ламысла иааӡаз, агәымшәареи, ауаҩы рыцҳашьареи злаз, аҭак ԥхықәра зҟазшьа иаҷыдаз Роберт Чаабал. С первых дней вместе начинали воевать, и когда ни у кого ничего не было, ни автоматов, ни, как говорится, только с ружьями все начинали, все знают это. Вот здесь была воинская часть возле поста ГАИ в Гудаутах. И когда начали брать вот эти оружие, за оружие все начали искать же, и в это время сообщили, что там есть воинская часть и оружие. И он, между прочим, очень интересно так получилось, что там двери не могли открыть и через окна. И вот он 2 автомата вытащил, передал кому-то, кто взял, и пока он вылезал с этого через окно, автоматы ушли. Но он потом нашел, кто взял, вернул автомат один. И вот когда сказали, что в Цандрипше начинает высадка десанта, вот, и мы туда поехали. Это какого было числа? Это было 16, то ли 17 августа. Вот. На развилке в Цандрипше пошла высадка. Он единственный, который имел автомат. Вот. Там с двухстволками были, с одностволками, с мелкашками. Вот. Сколько вас было примерно? У нас там человек где-то 7-8, ну до 10, не более. Вот. Ребят было там, так получилось, что когда высадка пошла, корабли подошли. Вот. Да, грузинский, естественно. Но у нас не было такого оружия, чтобы мы могли их остановить. И я не помню сейчас этих ребят. 2 парня подкатили самодельный гранатомет, вот такой на тачке. И вот первый выстрел сделали, и когда они увидели, что какое-то пошло сопротивление, на самом деле у них БМПшки, там вот высадка пошло. И вот это, который показывал, как когда выходили БМПшки, там направляющие. И он в это время, Робик, мне говорит, смотри, сейчас я его сниму. И на самом деле он его снял, этого грузинского, видно, офицера или кто он был, я не знаю. Он первый там его уложил сразу. И оттуда такой шквал пошел стрельбы, что у нас же ничего не было. И мы начали наверх подниматься. Там в это время погиб Капш парень, Габлия парень погиб. Это все вместе были. Был очень такой яркий человек, умный человек, как я сейчас тоже понимаю. Дальновидный был человек. И что хочу сказать, его вот это теплое восприятие, что к младшим он относился, к старшим по-другому, к младшим по-другому. И вот начало войны совсем поменялся, стал настоящим воином. Он в первые дни сразу оружие приобрел, форму нашел какую-то военную. И вот с первых дней войны мы были вместе. И я всегда надеялся на него. Я был младше него на много лет. И он всегда меня даже защищал. Темыр Шаҟрыл Роберт хәыҷаахыс дидыруан, дара гәыԥкаҿгьы еицеибашьуан. Уи агәыԥ аибашьра ианалага еидызкылазгьы Темыр иоуп, иара иоуп напхгара азҭозгьы. На самом деле там не было же таких особо первые дни командира. И вот его вот этот характер такой, знаете, боевой,
Он постарше нас всех был, и он как бы говорил: не бойтесь, говорит, не волнуйтесь, все мы выиграем. И вот даже на Красном Кресту, да, вот первую атаку, когда мы сделали, на самом деле то, что вот у него был автомат, да, и там мало у кого же оружие было там, и поэтому нам казалось, что у нас защита большая. Он же как все-таки постарше был, и от него много чего зависело. И вот когда мы ему говорили: будь командиром, он всегда отказывался от этого. Он говорит: нет, говорит, я, говорит, не буду, говорит, командиром, говорит, я буду, говорит, с тобой рядом, говорит, но... И вот почему-то, я не знаю, ребята все к нему так относились, с такой теплотой, с такой вот, ну, теплый он человек был, и всех понимал, обсухаться, да, это обсухаться. Он всегда впереди нас стоял. Была вот предложена вообще быть ему командиром, но он отказался, говорит: я не буду, он Тимур, он говорит, мой брат, он будет командиром, и всегда вместе все равно находимся. У него такие черты были, он не хотел публичности, он делал свое дело и делал правильно. Редко приходил домой, и даже вот когда приходил, вот поменяется, скупается, мы говорили: слушай, вот ты столько дней не приходишь, а его друзья говорят: а он на речке купается, говорит. Он у нас вообще здоровый был, он занимался борьбой. Он каждый день, говорит, купается на речке, говорит. Вообще он очень любил чистоту. И вот как, когда я помню, он всегда любил цветы. И ребята говорили: он берет вот эти полевые цветы, рвет и себе в карман кладет, говорит. На день рождения всегда дарил цветы, подарки. Вот даже у меня вообще день рождения 17 сентября. Он даже вот войну, он вырвался вот на полчаса, к калитке подъехал, он домой не зашел. Он позвал меня, я вышла, он говорит: Рима, поздравляю тебя с днем рождения, поцеловал. Я сказала: Робичка, заходи домой. Не, видишь, говорит, ребята ждут. Аԥсуа архәҭақәа ркомандаҟаҵара Гагра ахақәиҭтәразы операциа рҽазыҟарҵон. Иҭҵаатәын аӷа иҭагылазаашьа, илшарақәеи имчқәеи зеиԥшроу. Роберт Чаабал дызлаз агәыԥ адҵаҷыда рырҭоит. Уи агәыԥ жәахаҩык рыла ишьақәгылан. Дара аӷа итәарҭаҟны инеины, еилыркаар акәын ақырҭцәа рхыԥхьаӡара ахьынӡанаҵо, рпозициақәа ахьыҟоу, бџьарлеи, џьаԥҳанылеи иахьынӡеибыҭо. Нам дал задание Сосналиев, вот, и мы, вообще это было засекречено, это никто не знал, это знали буквально иные люди, поэтому даже был такой негласный, как бы негласно сказано, что оттуда никто не возвращался. Все были добровольцы, никого не принуждали, все были как бы один в один, все сами согласились, взяли в плен грузин. Двоих, да, Кардава и Ганьгава. Вот, они были офицеры МВД, Сандрипши они были офицерами внутренних войск, милиционеры, и они нам все рассказали, в принципе, сколько, что, где они, дислокация у них происходит, в школе там, где у них расставлены, как его, бронетехника, они нам все рассказали. Аԥсуа еибашьцәа ирҭахыз анеилырка, рҩызцәа рыҽрымардарц иалагеит. Аха аӷацәа амацәаз иҭаркхьан, амчқәа еиҟарамызт. Ҳаибашьцәа гәарҭар иҭадырхон. Так получилось, что мы вниз спустились и взяли оборону. Они, мхедроновцы, поняли, им сказали, что у нас 1500 человек, а нас фактически 13 человек было. Вот, мы поняли, что нам нужно уходить, так как мы уже поняли, что за нами началась погоня со стороны грузин. Силы не равны. Да, силы не равны, поэтому мы начали уходить в сторону России, потому что обратно мы никак не смогли бы. А как вы уходили? Через горы? Через горы мы вышли по горам, как бы по сопкам, и вышли мы на Махадыр. Махадыр, когда, да, границы, когда к границе вышли, подошли, когда к границе, вот, как бы одни говорят, оружие спрячем,
Мы нет, сказали, с собой берем. Мы перешли границу. А грузин куда дели? Грузин пленных мы оставили на абхазской стороне, потому что так как мы не стали с собой брать, потому что они нас там выдали бы. Мы их положили друг на друга, вот, и под ними положили большой камень, типа как граната, и сказали, если вы встанете, оно взорвется. Поэтому потом, когда... Вы их обманули, да, гранаты мы... не было? Нет, гранаты не было, потому что у нас граната была, это как, можно сказать, кусок золота. И как бы после того, когда уже перешли границу, мы вышли на диаспору абхазскую, которые переправляли сюда ребят, добровольцев. И даже в автобусе, когда мы ехали, никто не знал, что мы перешли границу, что такое задание имели. И потом нас посадили на корабль. И мы кораблем вернулись в Пицунду. Абхазская диаспора вам помогла? Да, абхазская. А эти грузины, которых вы оставили? Значит, на сегодняшний день даже, вот я не знаю, где они, но я знаю, что армянин, которого мы там оставили... Вместе с ним вы оставили армянина, да, проводник он был. Мы его там оставили, значит, я с ним встречался, он нам все рассказал, как они лежали, потом, как они уже им надоело лежать, они говорят, уже взорвется, пускай взорвется, да. И вот они, когда увидели камень, говорят, вообще в шоке были, что, говорит, ну, естественно, они потом, видно, может, доложили грузинам, что такая группа была, вот, ну, мы уже далеко были. Я просто хочу за всех сказать, ребят, на самом деле, на сегодняшний день, и кто живой, и те ребята, на самом деле, молодцы, они не сказали, что мы не пойдем, что это задание, на самом деле, она была одна из секретнейших заданий. Да. Мы выполнили задание, мы потеряли одного человека там, остальные все вернулись. После возвращения, когда мы вернулись из задания, я зашел в Соснарев вместе с ним, между прочим, я Робик, еще Хишбалик, мы вместе пришли к Соснареву, дали план, сколько народу было, что там происходило, нам пленные все рассказали, и после этого через 4 дня пошло наступление на Гагре. Абасала ирыдыз адҵанарыгӡеит. Убриан аҩызцәа ргәы иҭымҵәо иҭоуп Роберт ихымҩаԥгашьа. Иара ихы дазымхәыцкәа еснагь ицыз аибашьцәа дырхылаԥшуан. Он нам подсказывал, он нам говорил, давай вот так сделаем, вот это лучше. Даже когда вот в горы мы шли, значит, я хоть и моложе был, я на лошадь сел, там другой на лошадь. Он все, вот это весь перевал, он пешком прошел, он даже не один раз на лошадь не сел. Я говорю, Робик, сядь на лошадь, хотя бы псу счет. Нет, ни в коем случае, говорит, у меня ноги есть, говорит, я ногами все пройду. Вот так. Всегда трезво мыслил, он знал тактику, он знал, как бороться с ними. Когда посылали тоже на какие-то трудные операции, он никогда не говорил, что там нельзя идти или что, он всегда принимал правильные решения. И даже если командир говорил, что какая-то операция должна быть, идти, то он туда шел, но все делал как-то по своему уму, и получалось, что все было правильно. Он ничего не боялся, у него не было. Отчаянный был такой. За ним можно было идти. Он знал, что за ним Абхазия, да, за ним вот это он как бы родной, вот это там сестра, племянник. Он вообще-то, знаете, вот так всегда так говорил, что мы должны войну выиграть, что нам назад нету дороги. Такой как бы очень дерзкий был. Ну, я не знаю, знаете, тяжело сейчас говорить это все. Вот когда вспоминаешь так, не хватает даже слов, чтобы это все выразить. Роберт Чаабал из Гагра ахақәиҭра аҵыхәтәантәи жәыларахеит. Аиааира агәра згоз, уи амш иазыгәышьуаз аибашьҩы дҭахеит Аԥсны ахақәиҭра акырӡашагыз. Гагра ажәылара неилашуаз Роберт иаахеит ақырҭуа снаипер ихы. Ари ҟалеит октиабр ҩбарзы. Аԥсуа телехәаԥшра архив аҟнытә ишәыдаагало анҵамҭа ҟаҵан Роберт Чаабал иҭахара минуҭқәак шагыз.
Все эти грузинские бандиты, которые пришли в Абхазию, мы всех прогоним отсюда. Ни один абхазец и все наши братья, которые пришли сюда воевать за нашу землю, до последней капли крови будет воевать. Так что пускай они знают, что мы никогда не сдадимся на нашей земле. Мы их всех уничтожим, всех. Ни один отсюда живым не уйдет. Если будут уходить, только в гробах все будут уходить. На сегодняшний час какая обстановка? Сейчас мы уже почти Гагру взяли. Вокзал, прямо к вокзалу уже подошли. И хотим дальше продвигаться. Они все бегут, эти негодяи. Так что они до конца будут бежать. А бежать им некуда будет. Все, брат, я извиняюсь. Идем в бой. Давайте последний. Вот так. Абар ҩеижәашықәса реиҳауп Роберт дыҟамижьҭеи, аха иахьагьы иҩызцәа даныргәалашәо рылаӷырӡ рзыҵәахуам. Изҳәада, уҩыза, аԥсадгьыл ахьчаҩ иҭахара угәы ҵнашьаазар, алаӷырӡ ҵәахтәуп ҳәа. Конечно. Вы часто вспоминаете? Да, всегда. Иҟалап ауаҩы иаџьалшааигәахо азы цәаныррак иоуазар, акы иҵанаҳәозар, уи ихдырраҟынӡа инеигар иҭахымзаргьы. 1-го, помните, когда отменили наступление на Гагру? Почему он даже дома оказался? До этого у нашего соседа Гагуля Степу убили. Его, когда вот кого-то убивали, они приходили на похороны, все. А 30 сентября убили Тарба, у нас в Дитбеке живет его сын. Вот он пришел на похороны, а я там была, вот с сестрами мы там были, мы там его увидели, все. И когда он уходил, у нас сосед Виталик был его друг, он вместе с ним пошел, я пошла с ними. Вот когда мы к калитке подошли, а он говорит Виталику, Виталик говорит, Степу убили, говорит, Аура убили. А кто третий будет на нашей улице? А я говорю, а почему ты так говоришь, Робик? Вообще, говорят, такая примета, говорит, на одной улице должны, мол, 3 умереть. Я говорила, Робичка, у нас никого нету. Вот ты помнишь, Владислав сказал, что вот ты, где один, не едет. А он говорил, как? Я вот такой здоровый, он действительно здоровый был, у него и плечи здоровые, все. Вот я вот такой здоровый, не стыдно, что я буду дома с вами, с женщинами сидеть? Вот это его слова были. И вот 2-го они, утром рано он встал, я вам вот честно говорю, машина не заводилась. Мы вот все 3 сестры, он просил толкни, мы толкали его машину. И вот это последний раз, что мы его видели. Абасала Сергей Чаабал иҵәҩан шьап ыҵыҵит. Роберт данҭахоз ҩеижәи шықәса дырҭагылан. Иара ажәыларахь данцоз, ашҭа данынҭыҵуаз, деиҭахынҳәит. Днаскьазгоз иҭаацәа аӡәаӡәала еиҭахгьы игәыдикылеит. Нас иаҳәшьаԥа Руслан аганахь днаиԥхьан, минуҭқәак диацәажәон. Племянник дааиган ус иҳәеит, Русик иҳәеит, сара иҳәеит аибашьра хьсоит иҳәеит, аибашьра еибашьроуп иҳәеит, иахьа сыҟоуп иҳәеит, уаҵәы сҟамлар ҟалоит иҳәеит, уара иҳәеит абри аҩнра, абри агәараҭа иумырқьанҭ ажәҩан иҳәеит, сара усашьоуп иҳәеит, уиаҳәшьаԥоуп, аха сара ишьеиҵбак еиԥш ус усԥхьаӡоит иҳәеит, абри агәараҭа аҟны саар иҳәеит, сааит иҳәеит, смаар иҳәеит, абра иумырӡын иҳәеит.
Роберт анышә дамаду Бамбора иҩнашҭаҿы, иашьеи иани рганаҿы. Араҟа джуп иаҳәшьа Лариса машәырла илыцәҭахаз лыԥҳа заҵәгьы. Когда еще на Красном Кресту как бы на позиции лежали. На Красном Кресту это где? Это перед Гагрой, перед Колхидой, Красный Крест. Так говорю, вот война кончится, женюсь, там дети будут. И так и не сбылось. Аиҳәшьцәа рашьа иҵыхәтәажәаны рыгӡеит. Иахьа Бамбора Чаабала рыҩнаҭа ашә амкит. Уа инхоит Роберт иаҳәшьеиҳаб лԥацәеи лареи. Лыҷкәынцәа руаӡәк мызқәак роуп иҵуа аԥҳәыс дааигеижьҭеи. Аҭаацәараҿы ахшара иира иазыԥшуп. Алаӷырӡрацәа ахькаҭәахьоу ари аҩнаҭаҟны игәыӷуеит уажәшьҭарнахыс агәырӷьареи аизҳареи ҟалап ҳәа. Ҳаҭырсқәа телехәаԥшцәа, абри ала уажәтәи ҳҭоурых ҳаркәшоит. Ҳара ҩаԥхьа ефир аҿы ҳаиқәшәоит иааиуа асабшаҽны. Абзиараз.